Черкин Өмір 2003 года. На самом деле культовый сериал. Это не просто один из первых кыргызских сериалов. Это отражение тогдашнего общества, мыслительные привычки людей, быт и уклад жизни. Это сегодня искушенному зрителю есть с чем сравнивать, и легко, посмотрев сериал, заявить, что все персонажи, мол, неадекватные и не умеют строить нормальную коммуникацию. Что за странные сюжеты, что за необъяснимые поступки? Неужели нельзя по-человечески обсудить и договориться? В те времена, больше 2 десятилетий назад, никто и знать не знал терминов вроде газлайтинга и абьюза, а сейчас-то вон все мы какие прогрессивные. Но если взглянуть на поведение персонажей сериала 22-летней давности и в сегодняшних реалиях, и по сей день можно наблюдать те или иные схожести. Глобально на самом деле мало что поменялось. Оттого и полезно нам сегодня взглянуть по прошествии времени на ред-флаги одного из первых кыргызских сериалов, который явился не просто слепком общества нулевых, а возможно и нормализовал некоторые негативные особенности поведения и мыслительные привычки. Данный видеообзор подготовлен при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения. Выражаем им огромную благодарность за поднятие таких важных тем. А с вами, как всегда, Evidence Central Asia. Давайте разбираться. Действие сериала разворачивается в одном из близлежащих к Бишкеку сел, как и Белгисис маршрут Тимира Берназарова, как и Айлок Мюту Эрнеста Абдыджапарова, так и Черкин Өмір пытается через раскрытие персонажей из одного села охарактеризовать все общество тогдашнего Кыргызстана. Давайте познакомимся с главными героями этой истории. Старики, Бозум, Каке, Туке, Джаздык, Генерал – это уже возрастные люди, которых развал Союза застал врасплох, и они уже не нашли себя в новом времени. Вон, генерал до сих пор носит военную форму и при каждом удобном случае хвастается своей медалью. Все, чем они в основном заняты на протяжении всех 20 серий, немного помогут по хозяйству, прогуливаются туда-сюда, решат пару возникших проблем и на радостях от разрешения этих самых проблем начинают распивать алкоголь. Женщины села Нурчай, Зекентай, Шаджагай заняты каждая своими заботами, но непременно связанными с детьми. В то время как одна страдает от того, что не может никак родить мужу наследников, другая не может добиться от своих детей должного внимания и заботы. У третьей же более насущные проблемы из-за того, что ее сын сидит в тюрьме. В целом, это довольно классический сериал с переплетением множества сюжетных арок, но он показывает нам историю больше с призмы старшего поколения. Мы видим то, как они рассуждают, переживают, взаимодействуют со своими детьми. Молодое же поколение здесь представлено в виде учительницы Карачач, журналистки Джангел, парня, отсидевшего в тюрьме Эркина, кыргыза, выросшего на чужбине Марлена, а также любовного треугольника из Эгена, Сайкал и Айджан. В общем, это кыргызская Санта-Барбара, где довольно сложно разобраться в происходящем, поэтому давайте лучше поговорим о сюжетах через бросающиеся в глаза ред-флаги, заложенные в Черкин Өмір. Ред-флаг – это тревожный сигнал о том, что с человеком или отношениями что-то не так. Из-за того, что в сериале многие события интерпретируются с призмы старшего поколения, молодые здесь почти всегда выставлены в качестве ошибающихся, идущих в неправильном направлении людей. Умудренные опытом старшие же хотят по мере сил, движимые синдромом спасителя, огородить детей от проблем. Но молодые, мол, в силу специфики возраста, еще ничего, к сожалению, не понимают и не ценят их опыт. Начать, пожалуй, стоит с вышеупомянутого любовного треугольника. Старший сын Бозума Эген изменяет своей жене Сайкал. Та в курсе происходящего, но решает ничего с этим не делать. А любовница Айджан показана безрассудной девушкой, разрушающей чужой брак и желающей построить свое счастье на чужом горе. Понятно, что измена – это не окей и сама по себе ред флаг, но сериал явно подчеркивает, что измена – это молодежная атрибутика. Именно молодые ведут себя непристойно, мол, возрастом пока не вышли и не остепенились. Эй, Эген! Баспай! Эмне болуп жүрөсүң? Эмне болуптур? Көрбөйт да уур кылба, укпайт да ушак айтпа, балам. Эл деген бар, журт деген бар. Жаман сөз жерге жатмак беле. Угуп атабыз деле бирдемени. Именно старшее поколение, конечно же, наставляет неблагоразумных молодых людей на праведный путь. Когда же молодежь пытается оберегать и берет на себя эту роль, то получается как в истории с Туке. Его первая жена давно умерла, и женщина по имени Алтын смогла вновь вдохнуть в него жизнь. Между ними настоящая чистая любовь. Но его дочь Сагын против их отношений и постоянно подозревает Алтын в том, что ее интересует только его наследство, а не он сам. И вновь в финале молодежь прозрела и наконец-то все осознала.
Более того, именно в этой истории сильно подчеркивается разница между городом, олицетворяющим молодежь, и селом, воплощающим в себе ценности старших. Сизди айылдан алып кетем деп айылдагылардын баарына жаман көрдүм. Kızım, шаарыңар жалкоолор жашай турган жер экен эмне? То есть, по сути, какую историю ни возьми, часто виновниками возникшей проблемы оказывается молодежь. Показателен случай с третьим сыном Бозума Сазаном, который крадет у собственного отца лошадь и потом возвращает, скрыв факт похищения и выставив себя в лучшем свете. Саке, бул эмне кылганың? Жылкыларды өлтүрүп житирбей эле сен күзүндө жүкөгө кошуп бербедиң беле? Сен эмне досуң? Кийлигишпей кетчир. Даже если молодые не преподнесены в Черкиномюр прямо в качестве виноватых, то как минимум их образ подается как образ людей, которые идут не в ту сторону и им нужно меняться. Например, история Марлена, который вырос на чужбине, вернулся в родное село, а в финале женился, приняв решение остаться и восстановить в себе с помощью старших утраченный кыргызский код. Силерде барго куда түшүп, куда, ну там. Силерде барго куда түшүп, ала качып, ну там. Не дейт бул? Сен кимсиң анда? Ну у нас был Киргизов. Ай, маком. Конечно, к счастью, иногда сериал преподносит истории и с правильным посылом, как, например, история Карины, жены Эркина, угодившего в тюрьму. Центральный мотив здесь – отсутствие независимости детей и невозможность принимать самостоятельные решения. Несмотря на чувство к мужу и наличие ребенка, мать отговаривает Карину дожидаться его из тюрьмы и сватает ее другому парню. Настаивает на том, что срок большой и ей нужно продолжать жить своей жизнью и не оглядываться на прошлое. Эмесе мындай. Мен кызымды алып кетем. Баласы сизде калат. Бул Нымтырабай. Машина күтүп атат. Үйдөн сүйлөшөбүз. Түрмөдө жаткан балаңардын бизге бир тыйынча кереги жок. Ошондуктан бүгүндөн баштап куда деген сөзүңөрдү токтоткула. Карина под конец сериала не выдерживает постоянного вмешательства в свою жизнь и уезжает жить в Германию. В письме матери она пишет, что всю жизнь старалась слушаться и не перечить ей. Она понимает, что мать так опекала ее из благих побуждений, но все это привело к тому, что Карина несчастна и у нее не осталось другого выхода, кроме как убежать от гиперопеки. Обратите внимание на то, как за пару минут посидела мать. Режиссер уж очень хотел показать, как содержание письма негативно отразилось на здоровье матери. Такие сверхъестественные события далеко не единственные в сериале. История молодой учительницы Карачач выделяется среди прочих из-за наличия в ней мистических эпизодов, во многом напоминая «Сундук предков» Нурбека Эгена. Кто знает, возможно, он вдохновлялся сериалом во время работы над сценарием «Сундука». Карачач и ее избранник Бекзат – это реинкарнация Айкыз и Искендера, которые не смогли быть вместе из-за клановой вражды их семей. Это печальная история прошлых лет, в которой отец Айкыз не дал согласия на их брак и пригрозил ему расправой, если Искендер не отстанет от его дочери. В итоге молодые решают вместе сбежать, но по стечению обстоятельств девушка замерзает на улице до смерти, а парень оказывается застрелен, убитым горем отцом. Данная история о реинкарнации интересна еще и тем, что конфликт отцов и детей, препятствующий счастью молодых, начинает обрастать новыми смыслами в разрезе идеи цикличности и возврата к тем же проблемам сквозь поколения. В новой итерации Бекзат и Карачач все же смогли воссоединиться, то есть им, по правде говоря, повезло сильно больше, чем погибшим Айкыз и Искендеру. А если взглянуть на концовку сериала, повезло и больше, чем Карине, которая хоть и смогла уехать и сепарироваться от матери, но не смогла обрести счастье. Да, разумеется, описанные нами проблемы в коммуникации касаются в сериале не только взаимоотношений отцов и детей, но и внутри самого старшего поколения. В качестве примера можно взять Зекентай, которая боится, что муж Каке бросит ее из-за того, что она не может родить ему детей. То есть та же вышеуказанная проблема доверия. Или взять того же Бозума, который заставил жену Нурчай досматривать за него сериал по телевизору и велел потом ему все в точности пересказать, поскольку ему срочно пришлось отлучиться. Бозум начинает ей выговаривать из-за некачественного пересказа, то есть показываются проблемы в коммуникации и у бывалых семей. Но из-за юмористического антуража часто негативные особенности поведения и даже абьюз нормализуются на экране. Бозум и Нурчай занимают больше всего экранного времени в сериале. И в их взаимоотношениях Нурчай всегда выполняет функцию «поди принеси». Доходит даже до абсурда, как в вышеописанном примере «досмотри за меня серию и потом расскажи мне». Представьте, насколько унизительная роль.
Мужчины села делают собрания, чтобы, дескать, принять архиважные решения, а женщины в это время либо обстирывают их, либо заняты размышлениями вроде «Эх, мой муж остался без наследника по моей вине». В целом в сериале во всей полноте показано то, что даже если в семье нет прям физического насилия, под каким психологическим и эмоциональным прессом живет женщина, подчеркнут ее статус обслуги. А представьте теперь семью, в которой физическое насилие есть. Причем все эти рассуждения – это даже не заслуга сериала. Черкинумыр не сказать, что прям выступает в защиту женщин. Если подводить итоги о сериале «Черкинумыр» 2003 года, многое говорят именно слова 2003 года. Авторы явно не зацикливались на воспитании социально ориентированного зрителя. Это сериал, хорошо отражающий дух того времени. Много морализаторства в отношении молодежи, куча редфлагов в коммуникации и поведении героев. Многие из них сериал и сам поощряет, ну или как минимум не осуждает. Если искать редкие плюсы, по крайней мере, сериал является показательным сборником редфлагов, о которых можно порассуждать и проанализировать. Мы составили свое мнение о сериале. Если еще не смотрели его, вы можете сделать это в приложении Этномедии и составить свое собственное. Пишите в комментариях, а с какими редфлагами сегодня чаще всего сталкиваетесь вы. С вами была редакция Evidence. Увидимся в следующих выпусках.